И чем мы занимаемся? Это лазерные дисцизии вторичных катаракт, это катаракты врожденные. Это высокотехнологичная медицинская помощь, которая ранее, вот до 2021 года, здесь не оказывалась вот именно с установкой хрусталика, предзаправленной линзы, чтобы и дисцизии здесь делали под наркозом, этого не делали. Но так как дети это приоритет, и лично для меня в том числе, потому что я кандидатскую писал тоже по детям, и докторскую сейчас как бы по вопросам детского здоровья готовлю, то мы уделяем особое внимание детям, чтобы они не уезжали за пределы. И санузел есть, да, в палатах? Да, конечно, каждая палата на третьем этаже, она снабжена санузлом. Значит, есть и туалет, есть и душ. То есть комфортность пребывания мы обеспечим. Ну и вот климат-техника, да. То есть здесь, да, здесь очень комфортно. Единственное, всегда возникают вопросы. Кому-то жарко, кому-то холодно. Ну, когда здесь дети, я уже сказал, это для них отдельная квартира. Можно вопрос? А почему в других больницах не получается вот так, такие условия создать? Кондиционер поставить? Ну, это вопрос, наверное, к руководству других больниц. Я буду отвечать за свое медицинское учреждение. Это, наверное, по хозяйственной части. Да, каждый занимается своим фронтом работы. Просто есть учреждения медицинские, которые устанавливают централизованную вентиляцию и климат регулируют. Кто-то пытается таким путем, потому что у нас здание все-таки старое, да, оно 1986 года постройки, и здесь решать вопрос вентиляции достаточно сложно. Поэтому мы пошли по такому пути, то есть кондиционеры. А дополнительное финансирование вы за счет грантов или каких-то участия в каких-то программах получаете? Дополнительное финансирование мы получаем только из двух источников. Это когда мы работаем в других субъектах Российской Федерации. Вот многие Это считается или нет? Это все считается, да? Значит, вот, к примеру, да, некоторые критикуют, что мы там в Магадане операции проводим. Но надо понимать, что когда мы проводим операции в Магадане, мы финансируемся за счет территориальной программы Магаданской области. То есть это дополнительный источник финансирования якутской больницы. Сами ищите. Да, то есть мы договариваемся, да, с Министерством здравоохранения Магаданской области, да, с территориальным фондом, мы входим в их программу, подаем заявки, определенный объем нам выделяют. Это же вот не просто так, пришел, здравствуйте, да, тебе все дали. Нет, это целенаправленная работа, коллеги понимают, что нам можно доверять, выделяют соответствующий объем тогда. Потому что без объемов тебе никто и не оплатит этот оперативное вмешательство. И, соответственно, мы средства получаем допом. Вот так мы с Тывой также работаем. Вот сейчас в этом году мы вошли в территориальные программы Чукотки, да, поэтому хотим поработать с этим регионом, он нам интересен, тем более он северо-восток Сибири, и у нас есть возможность в Пивеке, с учетом наличия рейсов регулярных в авиакомпании Якутия в этот населенный пункт, там потрудиться. И опять же, это источник на развитие, это якутской же медицины. То есть это тоже надо понимать. И это такая принятая, распространенная практика, да, среди лечебных учреждений страны, регионов. Да, пытаются коллеги, но надо же понимать, что если это федеральная клиника, то она финансируется за счет федерального фонда УМС, а не территориальных фондов УМС. Если же это региональная клиника, она должна подавать заявку в территориальный фонд соответствующего региона. Точно так же, как мы подаем в республику, да, и территориальный фонд УМС республики посредством распределения объема утверждает нам часть нашей государственной программы и наше финансирование. Ну и второй источник – это внебюджетные доходы. Но вот у меня позиция такая, что мы внебюджетные услуги оказываем только по тем видам, которые не входят в программу государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи. Вот та лазерная коррекция, про которую все всегда спрашивают, да, она не входит в программу госгарантии, поэтому она платная. Или та же самая блефаропластика. Надо, чтобы входила. Раньше была же какая-то Раньше часть была, да, программы? до 2016 года было, но потом этот вот вид операции отнесли к косметологическим операциям. То есть, вот смотрите, катаракту очками не уберешь, каплями не уберешь, никаким образом, кроме хирургии, ты не уберешь. Качество жизни падает. Да, поэтому это все бесплатно в рамках УМС, за исключением сложных мультифокальных линз, да, таких премиум-сегмента, скажем так, потому что там одна линза стоит порядка 70 тысяч на один глаз. То есть там ни один тариф УМС не покроет расходы на саму операцию и на сами хрусталики. Вот. А нормальные у нас качественные линзы, да, люди очень довольны, они видят вдаль единицу, даже те, у кого была миопия,
Вот, Владислав просто спрашивал до начала нашей пресс-конференции, значит, о том, что вот у него миопия, да, -5. Вот если он хрусталик поменяет, он очки снимет. У него будет единица. Это А вот сколько времени это занимает? Анализы сдать? Время нужно? Вот об этом мы поговорим ниже. А вот Обязательно. комплектующие, скажем, те же линзы, хрусталики иностранного производства, сейчас есть сложности? Нету сложностей, нет. Например, нету санкций каких-то. Параллельный Знаете, импорт. ну, есть все возможности для того, чтобы добыть то или иное медицинский, как препарат, так и расходный материал. И, понимаете, когда в 2021 году мы понимали, что возможные риски будут, да, мы же, во-первых, наши поставки диверсифицировали, да, по разным производителям. И мы искали разные возможности, и российские, и европейские, и иностранные, там, и где-то по Китаю поработали, да, чтобы была независимость. И поэтому, когда санкционное давление началось, мы оперативно переключились, и проблем вообще не было. Никто ничего не заметил. Мы ни одной операции не отменили, там, ни одного Нехватки пациенту не не было. отказали. Все шло как по маслу. То есть Поэтому санкции- заранее А вот санкции как отечественные аналоги, вот, скажем, и очень мы отечественные сложных, аналоги ставим. очень Есть. сложных этих препаратов. И так далее. Они у нас есть, и мы ставим линзы отечественные. Есть вот, допустим, хрусталик, когда надо подшивать. Да, потому что слабые связки. Это российская линза производства Института микрохирургии глаза имени Федорова. Вот мы здесь устанавливаем. Поэтому на любой вкус и цвет возможности есть. Решение всегда есть. Да, и мы заранее наш склад укомплектовали с запасом. Поэтому А вот у как- нас сейчас там на полгода минимум есть расходный материал. С той же клиникой Федорова или Молдашева вы работаете? Работаем, пойдем. Да, чтобы я по ходу уже отвечал. Значит, клиника Федорова это наш НИИ. То есть национальный медицинский исследовательский центр, который нас курирует по линии федерального национального проекта. Поэтому у нас подписано соглашение. Впервые в истории нам прилетел генеральный